Агудзерский дендропарк – это одно из старейших и удивительных мест на побережье Черного моря Кавказа, построенного в далеких 1900-х годах и представляющего собой объект паркостроительства на Кавказе. Восстановление парка Смитского – пример амбиций, желания создавать и созидать. Это место с большой историей, пережившее Российскую империю, революцию, Советский Союз и Отечественную войну народа Абхазии, сейчас нуждается в помощи. Громадный, даже по нашим современным меркам, санаторий Гулирипш-1 был расположен на высоте 120 метров над уровнем моря и удален от него на 2 с лишним километра. После высадки хвойных и вечнозеленых растений, привезенных со всех концов земного шара, здесь образовался обширный парк с повышенным содержанием озона, что сделало эту территорию исключительно благоприятной для лечения туберкулеза. Этот санаторий был высоким образцом для своего времени. Был проведен водопровод, канализация. При парке имелся обширный пляж с маяком и небольшой пристанью. История спасения парка еще не окончена, а началась она, как рассказывает глава поселка Гулирипш Аслан Анкваб, в его кабинете. История интересная. Зародилась она в кабинете у начальника отдела культуры Гога Шакая. Он пригласил меня к себе, у него сидел человек, который нам рассказал про эти гранты. И тогда у меня в первую очередь такая идея появилась написать гранты по восстановлению парка. Тогда я пришел уже к себе в кабинет, собрал свою команду, и мы начали реализовывать этот проект. На самом деле мы начали восстанавливать то, что было давно забытое. Хотел поблагодарить и выделить человека, который нам уже помогает, Александр Харазия. Он часть обязательств берет на себя по благоустройству парка. Размер гранта составляет 3 миллиона рублей, но этих средств недостаточно для полного восстановления парка. Остальную часть расходов готова покрыть администрация района и неравнодушные люди. Сами работы по восстановлению парка будут идти поэтапно. Первый этап – инвентаризация всех насаждений, ведь в парке есть деревья, которые больны или погибли. Здесь произрастают более 1500 различных видов древесины и растений. У нас будет дренажная система. Обязательно у нас геодезисты будут здесь работать. Мы должны найти высшую точку, низшую точку. Мы должны понимать, как будет работать вообще система, которая будет воду отводить от парка. Это обязательно, потому что без этого здесь, естественно, из-за того, что застаивается вода, деревья больные. Именно вот поэтому. Это второй этап. Третий этап – это уже будет рассадка деревьев, естественно, а потом уже поэтапно будут восстанавливать парк, внутри уже будут работы вестись конкретно по благоустройству парка. Агудзерский дендропарк по своему содержанию и научному значению является ценной коллекцией растений. Возраст некоторых насаждений превышает 100 лет, и каждая из них несет бесценную научную и практическую информацию. Особый статус был закреплен за территорией парка еще при первом президенте Владиславе Ардзинба. Выражение «один в поле не воин» идеально подходит под ситуацию с возрождением парка. Над реализацией идеи трудится целая команда. Лиана Ганеева и Лали Жвания рассказывают, как проект создавался и с какими трудностями пришлось столкнуться. Это была, если честно, очень такая нелегкая работа, потому что сам проект достаточно написать сложно, чтобы это было все грамотно построено, чтобы мы могли донести суть этого проекта, его возможности, как это все будет проходить. И реализация сама по себе тоже занимает долгий путь. У нас будет проект до сентября месяца проходить. Изначально, когда писался проект, то есть были дискуссии о том, что, может быть, именно создать благоустройство парка. Но когда уже приехали биоботаники, уже было понятно, что здесь нужно заниматься более глубокой работой, а именно инвентаризацией, так как если мы сейчас не сделаем никакой акцент и не будем лечить деревья и высаживать, то парк превратится просто в полянку. В парке также планируют благоустроить небольшую зону отдыха. Для этого необходимы консультации геодезиста и ландшафтного дизайнера. Также будет создана карта местности. На данный момент у нас проходит мероприятие по инвентаризации парка. Далее будут работать геодезисты. Они будут намечать карту местности, карту нашего парка с его границами. Каждое дерево будет занесено в эту карту. В дальнейшем можно будет ее редактировать. Это будет в программе AutoCAD занесено. В ней же можно будет затем уже работать ландшафтному дизайнеру, прорабатывать какие-то зоны отдыха и, в принципе, благоустраивать в приложении самом.
Дендрарий Смитского в Голорыбше в свое время считался лучшим на Кавказе, а затем и одним из самых богатых в Европе по видовому составу. О саде Смитского писали в популярных садоводческих журналах на английском, французском и немецком языках. Сад приобрел поистине мировую известность. В рамках реализации проекта планируется проведение субботников, мастер-классов для детей, высадка деревьев, установка информационных стендов, навигационных табличек. Будет проведена встреча с работником МЧС, который расскажет о безопасном времяпровождении в парке. Айлита Арутюнян, Эльдар Демиров, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.